большое спасибо за приглашение выступить. Я работаю в отделении теоретической физики в Петербургском институте ядерной физики и сейчас также являюсь членом российско-немецкой исследовательской группы по влиянию естественных экосистем на круговорот воды в Институте перспективных исследований Технического университета Мюнхена. И вот мы сейчас с моим коллегой, доктором Андреем Нефёдовым, находимся в Мюнхене, и буквально вчера участвовали в конференции немецких коллег, которые обсуждали то, что проблему очень медленного прогресса к целям устойчивого развития. Значит, и вот настолько это важный междисциплинарный вопрос, что я вот просто сейчас сосредоточусь на том, чем мы занимаемся уже более 20 лет, и просто расскажу вам о роли биоты в поддержании климата. И, уважаемые коллеги и уважаемые министерства, вы просто сами сможете использовать это знание, потому что лучше я не смогу дать какие-то, знаете, готовые рецепты. Это слишком сложная и всеобъемлющая тема. Так, я могу показать экран, так сказать. Так, показ. Так, значит, вот биотическая регуляция окружающей среды. В чем она состоит? Она состоит в том, что естественные экосистемы, а это не только леса, это и естественные степные экосистемы, и значит, какие-то на суше влажные экосистемы, болота, они эволюционировали так, что содержат информацию об оптимальных характеристиках окружающей среды и климата. И эти экосистемы обладают очень большой мощностью, в настоящее время превосходящей мощность цивилизации в 10 раз, и используют эту мощность для стабилизации оптимальной окружающей среды, компенсируя возмущение как внешней, так и внутренней в локальном и глобальном масштабе. И основной вывод вот из этой концепции, вывод важный для нас с учетом наших современных проблем, это стоит в том, что без биотической регуляции, если мы разрушаем эти естественные экосистемы, окружающая среда и климат неустойчивы. Вот это важно подчеркнуть, что сами по себе они неустойчивы в том состоянии, которое пригодно для нашей жизни. И они быстро ухудшаются до неблагоприятного для жизни состояния. Поэтому даже в отсутствии прямых антропогенных возмущений, как вот выбросы СО2 или других каких-то токсичных веществ, скажем, вот, связанных с ухудшением качества воды, сточной воды, даже без этих прямых воздействий на окружающую среду, если мы разрушаем естественные экосистемы, как на суше, так и на океане, мы можем ожидать деградации устойчивости глобальной окружающей среды и климата. Значит, вот эта концепция была разработана профессором Виктором Горшковым, который был другом Эмиля Джабаровича Шукурова. И вот, в общем-то, мне посчастливилось присутствовать при их взаимодействии, общении. В 2004 году мы приезжали на Иссык-Куль. Вот, и очень сохранили теплые воспоминания о гостеприимстве, с которым нас принимали. И нам показывали леса, горные леса, там восстановление, очень были плодотворные связи. Значит, в чем состоит, теперь я остановлюсь, какие данные были положены в основу биотической регуляции. Вот откуда мы знаем, что действительно естественные экосистемы, это глобальная биосфера, оказывает стабилизирующее воздействие. Вот как мы должны вспомнить для этого, как устроена вообще наша биосфера. Поступает солнечная энергия, которую растения используют для синтезирования органики, то есть того вещества, которое потом идет на пищу всем остальным, значит, животным и другим, значит, организмам, бактериям, грибам. То есть идет
постоянно на нашей планете два процесса: синтез и разложение органического вещества. И мощность в результате синтеза СО2 забирается из атмосферы, в результате разложения возвращается туда. И мощность этих процессов 100 гигатонн углерода в год глобально. Примерно одинаково делится между океаном и сушей. И что это? А в атмосфере содержится менее 1000 гигатонн. Что это значит? Что если эти процессы чуть-чуть разбалансируются, то мы можем полностью изменить концентрацию СО2 в атмосфере за какие-то несколько лет. То есть удвоить или, наоборот, существенно сократить, сделав непригодной для жизни растений. Но этого не происходит. Потому что... Почему не происходит? Потому что эти процессы очень тонко сбалансированы, так что если синтез превышает разложение и возникает отклонение неблагоприятное от оптимальной концентрации, соответственно, идет компенсирующий процесс. И ключом биотической регуляции является не замкнутость круговоротов, о которой мы, в общем-то, часто слышим и можем прочитать в учебнике. То есть не равенство точное синтеза и разложения, то, что мы транслируем на нашу экономику, как замкнутые циклы. Если бы циклы были совершенно замкнуты, то природа не могла бы воздействовать на флуктуации. Напротив, принципом биотической регуляции является направленная разомкнутость. Что это означает? Это означает, что если окружающая среда случайно отклоняется от оптимума, должна возникнуть дисбаланс между синтезом и разложением соответствующего вещества, который компенсирует это отклонение. То есть здесь мы видим на рисунке, если внешняя среда устойчива, нет никаких возмущений, синтез равен разложению. Все в балансе. Теперь, если у нас есть небольшое возмущение какое-то, то у нас, чтобы, например, увеличение СО2 в атмосфере, то у нас синтез должен увеличиться по отношению к разложению, чтобы убрать это возмущение. И здесь мы имеем... еще как устроено это разложение. Разложение синтезируемого вещества, оно по-разному делится между организмами разных размеров. И в естественных, ненарушенных экосистемах более 90% всей синтезируемой органики разлагается мельчайшими организмами, теми, которых мы не видим. Это бактерии и грибы. Порядка 10% приходится на мелких беспозвоночных животных, насекомых, других членистоногих, и только 1% приходится на всех крупных животных, включая человека в его естественной нише. И такое распределение потребления органики, оно обеспечивает устойчивость, потому что когда у вас есть много маленьких потребителей, они балансируют все потоки и очень эффективно реагируют на какие-то флуктуации и отклонения от оптимума. А если у вас все потребляется, представьте, одним большим существом, то в этом случае, скажем, как для детей объяснять, если это существо заболеет или что-то с ним случится, произойдет полная дестабилизация всех энергетических потоков. И здесь мы видим, что глобально сейчас человечество превысило эту квоту для крупных животных в 10 раз. Это надо уточнить, это не выброс углекислого газа, не потребление энергии, а это именно потребление продукции биосферы. То есть то, что едим мы, ест наш домашние животные едят, и то, что мы потребляем в виде древесины, вырубая лес. То есть глобально мы нарушили это распределение, которое соответствует устойчивости, и поэтому, так сказать, с точки зрения той концепции, на которой мы стоим,
мы можем ожидать серьезной дестабилизации окружающей среды и климата, которые мы сейчас и наблюдаем. Теперь, как проверить вот это глобально? Ведь у нас одна всего планета, и если мы для каких-то организмов можем ставить эксперименты, поскольку у нас их много, то глобальная биосфера у нас одна. И чтобы, так сказать, проверить, как биота реагирует на возмущение, нужно было бы внести глобальное возмущение. Но так получилось, что когда мы стали потреблять ископаемое топливо, это возмущение как раз и получилось. То есть мы сейчас выбрасываем СО2 в атмосферу. И, значит, с точки зрения биотической регуляции мы должны видеть, значит, поток обратный этого избыточного СО2 в атмосферу. Что касается традиционного взгляда, вот, так сказать, который базируется на замкнутых циклах, то длительное время предполагалось и экологами, и людьми, занимающимися круговоротом углерода, что именно ненарушенная биота, она функционирует на принципе замкнутых циклов. И поэтому, поскольку синтез точности совпадает с разложением, то она никакого воздействия на окружающую среду не производит и не должна реагировать на накапливающуюся в атмосфере СО2. Поэтому очень длительное время, хотя было понятно из, значит, расчетов, базирующихся на сохранении вещества, что есть какой-то сток непонятный, мировая научная общественность не могла принять его природу. Куда девается то, что называется пропавший углерод? Вот, то есть, потому что, значит, даже если мы принимаем, что вот есть так называемая СО2-фертилизация, о которой говорят, то есть что в присутствии при увеличенной концентрации СО2 растение начинает быстрее синтезировать органику, но для ненарушенной экосистемы считалось, что при этом и разлагатели органики увеличат свою, значит, деятельность, потому что это будет соответствовать, что для них становится больше пищи. Поэтому с точки зрения вот, традиционных экологических взглядов нельзя было ожидать воздействия биоты на глобальное вот это возмущение окружающей средой. Тем не менее, этот факт пришлось признать после того, как были проведены детальные исследования роста биомассы в ненарушенных лесах, как в Амазонке, в Конго, значит, в Индонезии, так и в бореальной зоне. И вот если мы сейчас посмотрим вот это глобальный круговорот углерода, мы видим, что вот эти наши выбросы, вот смотрите, мы выбрасываем порядка почти 10 гигатонн углерода в год. Это сжигаемое ископаемое топливо. Из него 2,5 гигатонны поглощается океаном, просто в неорганической форме, потому что океан, океан-атмосфера вышел из равновесия в индустриальную эпоху. Значит, в атмосфере накапливается около 5. Вот эта стрелочка, смотрите, 1,5. Это то, что, значит, поступает за счет вот land use change, то есть изменения землепользования. То есть сюда входит, вот сюда, в это 1,5 выбросы, это входит, значит, выбросы, связанные с обезлесиванием, минус прирост на вот этих эксплуатируемых лесах, прирост. И остается вот это то, что было раньше missing sink, то есть пропавший сток, это 3 гигатонны в год. То есть это почти треть от наших выбросов уходит в ненарушенные экосистемы суши. То есть в этом смысле вот этот вот, к сожалению, очень жесткий эксперимент над нашей биосферой, он подтверждает предсказания биотической регуляции, которые Горшков сделал еще в 1986 году. А вот этот вот пропавший углерод, относительно него
что он имеет биосферную природу, консенсус сформировался лишь более 20 лет позже этого предсказания. То есть этот самый эксперимент глобальный подтверждает биотическую регуляцию. И просто это одна из ссылок, что это было признано всеми экспертами, что это самая неприятная проблема, вот этот пропавший сток, потому что он идет против традиционных представлений. И это очень важно, потому что это очень дорогостоящий эксперимент, который стоил нашей планете очень дорого, и очень важно его проанализировать и, понять, какие выводы из этого делаются. Потому что влияние биоты на климат, оно не сводится только к регуляции атмосферного углерода. Вот это очень важная вещь, которую я думаю, что на ней надо акцентироваться, потому что если про углерод, в общем-то, все знают, что лес, если у нас будут деревья, они включают в своем составе углерод, и, соответственно, углерод изымется из атмосферы. Но все другие аспекты, о которых я сейчас скажу, они не принимаются, в общем-то, во внимание именно в таком более широком контексте обсуждений, как на правительственном уровне. А между тем, именно в этой области сейчас происходит наибольшая динамика и очень много новых результатов буквально публикуются, пока мы здесь говорим. Что это за влияние леса на климат? Поглощение углерода при фотосинтезе. Это мы разобрались. Помимо этого, влияние леса на климат состоит в том, что лес по сравнению с обезлесенной поверхностью имеет другую отражательную способность, и поэтому, он поглощает солнечную радиацию больше, чем, например, поверхность пустыни. Это тоже очень важно принимать во внимание. Поэтому, когда бореальный лес зимой, он поглощает больше солнечной радиации, и это приводит к минимизации экстремальных морозов, что для бореальной экосистемы важно. Помимо этого, лес участвует активно в формировании облачности. Как он участвует? В процессе фотосинтеза синтезируются различные сложнейшие вещества, аэрозоли, которые служат так называемыми центрами или ядрами конденсации. Для того, чтобы произошла конденсация, а облака – это жидкая влага или в виде снега или льдинок, то есть это облака – это другой, это не газ, это не водяной пар, а именно конденсированное состояние воды. Чтобы в атмосфере вода сконденсировалась, нужны центры, на которых молекулы могли бы встретиться, молекулы водяного пара. И лес синтезирует такие мельчайшие частицы и таким образом способствует образованию облаков. Это один из механизмов. Помимо этого, при фотосинтезе выделяется огромное количество воды. И это является загадкой для физиологов растений. Почему так растения настолько не берегут воду? На одну молекулу углекислого газа, фиксированную при фотосинтезе, растение выбрасывает более 200, то есть в сотни раз больше молекул воды. Но делая это, лес поддерживает, и не только лес. Еще раз я хочу подчеркнуть, что поскольку я сама из бореальной зоны, конечно, у нас есть некий упор на лесные экосистемы, но это справедливо и общий принцип для естественных экосистем. Что, транспирация, то есть это добавление атмосферной влаги, оно поддерживает атмосферу влажной.
А когда атмосфера близка к точке росы, то есть влажность довольно высокая, то велика вероятность дождя. Поэтому вот это наполнение атмосферы влагой очень важно для формирования дождевого режима. И сейчас мы видим просто исследования, которые показывают, уже начинают оценивать. Это буквально вот в этом году опубликовано. Вот представьте, это важнейший аспект климата, дождь. И только в этом году вот опубликовано первое масштабное исследование, как увеличится, допустим, дождь в Западной Европе, если мы начнем там восстанавливать леса. То есть это буквально то, что это вот завтрашний день климатических переговоров. И чем лучше наши государственные деятели будут проинформированы об этом, вот то, что сейчас происходит в авангарде науки, тем они будут, как бы сказать, подготовлены к тому, что произойдет. Потому что, к сожалению, вот то, что мы видим по России, мы бредем, так сказать, вот в арьергарде климатической повестки. Вот мы только-только начинаем серьезно рассматривать углерод, что действительно вот мы можем с помощью наших лесов там как-то снизить санкции, которые на нас наложат. Там. Но сейчас на первый выходит вода. При рассмотрении естественных экосистем их роль в поддержании круговорота воды выходит на первый план. Поэтому обязательно, вот как с моей точки зрения, это те рекомендации, которые мы даем, когда нас спрашивают, что, в общем-то, не часто бывает. Значит, вот в России нужно подчеркивать роль экосистем в круговороте воды, потому что именно вода, она, значит, это основа существования вообще человечества, которое живет на суше. И вот тут мы приходим вот к проблеме еще, которую тоже уже поднимают ученые, об атмосферном транспорте влаги. И действительно, когда лес испаряет влагу и начинается дождь, это приводит не только к локальным осадкам, но и запускает очень сложный и масштабный процесс транспорта влаги с океана. И эта рециркуляция и транспорт влаги, скажем, в Евразии затрагивает весь континент. И вот реально последние исследования показывают, что Китай через большую часть потока влаги через Китай идет не с Тихого океана, а наоборот вот с запада и из России. И это относится и к нашим коллегам, значит, вот Центральной Азии. То есть мы имеем вот этот реальный лесной пояс, это наше общее достояние, и его разрушение приведет и уже приводит к экстремальным последствиям, как вот засухи и наводнения, непредсказуемым, потому что это как сложнейший процесс, как вот взрыв ядерного реактора, мы не знаем, где будет слабое место. Но мы точно знаем, что если мы этот сложнейший процесс начнем возмущать, мы должны ожидать, значит, вот катаклизмов. Да, вот это значит, что все эти аспекты взаимосвязаны. И да, и если мы нарушаем круговорот воды, то, соответственно, и углерод поглощать экосистема не сможет. Она просто засохнет, и весь углерод, который был, постепенно обратно зайдет. И вот здесь я еще хочу остановиться на облачности. Вот чтобы, уважаемые коллеги, как-то, может быть, это как-то обратили внимание. Вот облачность, она по признанию всех специалистов, это самый сложный элемент климатической системы. Почему? Потому что облачность, во-первых, она не стационарна. Это вот не то, что как вот есть некая поверхность, и она отражает солнце или поглощает солнечный свет. Облачность образуется там, где есть подъем воздуха, то есть она зависит от движения воздуха. Воздух поднимается влажный, охлаждается, и, соответственно, происходит конденсация. И поэтому вот каким образом, где происходит этот подъем, в какой интенсивностью, как часто,
как далеко от океана, от этого всего будут зависеть и формирование облаков. Это первое. Во-вторых, разные облака оказывают разное воздействие, доминирующее. Вот, значит, упрощенно вот так вот, если на пальцах объяснять, вот есть высокие облака, тонкие облака, вот как здесь слева показано, они в основном пропускают солнечный свет и поглощают вот эти желтые стрелки, они поглощают тепловую, значит, радиацию и ее обратно испускают. А в космос уходит очень небольшая часть. И вот эти высокие облака, они нагревают Землю. А есть низкие облака. Вот то, что, в общем, чаще всего мы видим над лесом. Эти облака хорошо отражают солнечный свет, то есть они охлаждают, и практически они хорошо пропускают тепловую радиацию, то есть она беспрепятственно уходит дальше в верхней части атмосферы и затем в космос. То есть высокие облака нагревают, а низкие, наоборот, охлаждают. Вот. И сейчас вот мы имеем как бы два процесса, скажем, в Евразии. С одной стороны, у нас исчезают малонарушенные леса. Вот здесь мы видим, вот это зеленое, это малонарушенные лесные экосистемы. Здесь не показаны естественные экосистемы в других странах, где превалируют не леса, а другие, значит, экосистемы. Но если мы говорим о лесах, что у нас исчезает эти леса, вот это вот красное, это те вырубки, их исчезновение за последние годы, и увеличивается доля, значит, нарушенных лесов. То есть, а что такое нарушенные? Это лиственные, значит, сукцессионные леса, там, значит, вот, скажем, ель мы вырубаем, получается, замещается березой, осиной и прочее. И одновременно мы видим, что как раз над Евразией уменьшается количество низкой облачности, то есть той самой охлаждающей облачности. И вот мы об этом как бы говорили, скажем, вот там несколько месяцев назад, об этом феномене, ссылаясь на вот такие первичные исследования, локальные, сделанные в России. Но буквально в этом году было сделано исследование международной группы ученых, которое показало, что именно хвойные леса, то есть те, которые исчезают, они как раз дают вот эту низкую облачность. А нарушенные экосистемы, которые возникают на их месте, они не столь эффективны. То есть вот этот процесс утраты ненарушенных экосистем, их замены на нарушенные приводит в согласии с предсказанием биотической регуляции к дестабилизации климата. То есть это взаимосвязанные процессы. Теперь, возвращаясь к тому, что мы, значит, вот говорим о климате и о международном, значит, обсуждении, вот я просто хочу вам продемонстрировать, насколько облачность, вот, на которую завязана как раз вот естественная экосистема, насколько она в современных моделях, которые взяты за основу вот тех обсуждаемых решений, которые будут в Глазго и прочее, они базируются на глобальных циркуляционных моделях из ведущих научных центров мировых. Вот смотрите, я просто вам покажу, насколько облачность критична для вот этих предсказаний. Вот это то, что CMI P6, это модели последнего поколения. Вот по оси, по горизонтальной оси показано предсказываемое потепление при удвоении концентрации СО2. Вот это 1, 2, 3, 4, 5, 6 градусов вот максимально. И вот модели последнего поколения вот эти, именно за счет вот это рыженькая и желтая, вот эта вещь, это как раз облака вне тропиков, то, что называется extratropical clouds. И мы видим, что именно вот эти облака, они, их динамика, их изменение может привести к, значит, вот смотрите, а тут, значит,
вот это то, что синее, это за счет выбросов СО2. То есть облака, тенденция, то, что происходит с облаками, она того же порядка, что и выбросы СО2. То есть даже если мы полностью останавливаем выбросы, но у нас продолжается хаос и деградация, или хаос, с естественными экосистемами, мы будем получать климатическую дестабилизацию. Причем, вот как пишут, почему это происходит, почему облачность дает такой вклад, пока ученые, которые занимаются моделями, не знают. А почему? Потому что биосфера туда входит, так сказать, на правах бедной родственницы. Исходно модели строились на чисто физических закономерностях, и природа, и биота входят туда в качестве очень таких ограниченных параметров. А генетическая программа по регуляции климата там не записана. И вот поэтому я вот еще хочу сказать, посмотрите, вот это тоже. Вот справа находится график, который, группа IPCC по изменению природопользования сделала в 2019 году. Пока он до сих пор, вот сколько мы проверяли, находится в стадии не опубликован. Вот это, оценки, которые, связаны с восстановлением лесов в разных областях: тропической, умеренной и бореальной. Вот, вот красненькое – это, что будет, если мы уничтожим лес и выбросим СО2, насколько нагреется глобально температура планеты, увеличится. Вот красное – это порядка 1 градуса. Вот это красное – менее 1 градуса, вот это 1 градус. Вот мы видим, что в тропиках, если мы широкомасштабное обезлесивание в тропиках увеличить на 1 градус. Именно за счет выбросов СО2. За счет вот эти синенькие кружочки, они оценивают, насколько изменится температура за счет всех других эффектов. Изменения альбедо, облачности, того, что могут рассчитать модели. И мы видим, что для тропических экосистем обезлесивание тоже приводит к нагреву. И поэтому мировой консенсус состоит в том, что да, в тропиках надо, чтобы сохранять леса. Если мы смотрим на бореальные леса, у нас другая картина. Это 2019 год. Если мы бореальные леса уничтожаем, у нас немножко теплеет, потому что там меньше древесины, чем в тропических. А если, согласно моделям, если мы их вырубаем, то якобы будет, наоборот, похолодание, потому что зимой они будут поглощать меньше солнечной радиации и, соответственно, будут способствовать охлаждению. При этом, по признанию самих ученых, эти модели не могут правильно учесть облачность. Как я вам показала на предыдущем слайде, разбросы в облачности огромные. Тем не менее, рекомендации делаются на основании таких очень с большими неопределенностями модельных расчетов. И скажем, уже 2021 год, здесь это новая работа, которая учитывает облачность. И здесь это мы видим, сколько, это тоже примерно тот же самый график, но пересчитано все на поглощение углерода эффективное, что с учетом, а здесь широта, видите, в тропиках, это большой эффект, а скажем, в высоких широтах с учетом облачности, плюс и минус, это красненькое, это синенькое, они здесь уже получают минус. То есть вроде как хорошо, надо восстанавливать здесь леса. И понимаете, и эта работа опубликована прямо сейчас, буквально в последние недели, и публикуемые последние 2 года. То есть такая неопределенность
в оценке вклада лесов и вообще экосистем, не только лесов, в трансформации экосистем в температурный режим. При этом различие между функционированием нарушенных и ненарушенных экосистем не принимается во внимание. И это тоже может быть одной из причин вот таких разбросов. Поэтому вот мы считаем, что вот такой подход фрагментарный, редукция, вот как сведение к примитивным, легко моделируемым параметрам, как, например, вот количество СО2 или количество стационарное отраженного солнечной радиации, он очень опасный. Он опасный, потому что система намного более сложная, чем вот в таком подходе она рисуется. И в таком подходе вот мы считаем, там, складываем плюс и минус, получаем какое-то число, и, в общем-то, леса исключаются и, естественно, экосистемы из климатической повестки, потому что, ну что там, плюс-минус сложился, что-то около нуля получилось, а вообще это возобновляемый ресурс нужно эксплуатировать и получать, так сказать, возобновляемый из него источник энергии. И вот это один подход, он широко обсуждается, и, скажем, вот в Европе, это вот как происходила деградация за последние несколько столетий естественных систем. В Европе вот недавно нашумевшее, опять-таки только что исследование, которое было проведено, вот этот вот посыл на зеленую экономику, использование возобновляемых источников энергии привел к резкому увеличению у рубок, то есть к уничтожению лесов. И это вызвало огромный резонанс, огромное обсуждение, очень поляризованное, очень эмоциональное. То есть эти результаты пытались оспорить, как-то модифицировать. Но важно то, что вот есть противоречие перехода на возобновляемую энергетику с использованием биомассы. Она противоречит задаче сохранения климаторегулирующего потенциала естественных экосистем. И вот концептуальный подход, который мы считаем является верным, это именно признание регуляторного потенциала естественных экосистем как основополагающего принципа для их описания. Вот сейчас мы признаем, что мы недостаточно знаем, как они работают. Но никто не знает. Но есть в этом ситуации недостаточного знания. Есть две позиции. Одна позиция, что они не регулируют климат, которая спонтанно была, так сказать, принята, и которая показала свою несостоятельность на примере глобального круговорота углерода. И есть другая концепция, что эти экосистемы эволюционировали так, чтобы поддерживать гомеостаз окружающей среды. Поэтому даже когда мы не знаем в деталях, как они делают это, и мы это будем изучать, сейчас, когда мы стоим на пороге вообще утраты устойчивости к круговороту воды, во всяком случае, это видно, сейчас нужно просто вводить мораторий на любое дальнейшее освоение еще остающихся естественных экосистем. И это вот просто сама остановка этого процесса, который идет и идет везде, и в Евразии очень сильно, в частности в Российской, уже остановка этого процесса приведет, согласно нашей концепции биотической регуляции, приведет к остановке дестабилизации климата, хотя бы регионального, а потом и глобального. Или, по крайней мере, существенно ее замедлит. Поэтому вот мне кажется, что вот что нужно сейчас на международном уровне говорить, это то, что естественные экосистемы должны сохраняться как жизненно важный элемент именно решения климатической проблемы, проблемы устойчивости климата. Вот это, наверное, самое главное. И с учетом их влияния на круговорот воды.
Вот. Ну вот, может быть, я здесь как-то закончу, может быть, больше на вопросы